Сегодня стало известно о смерти британского музыканта и блюзового певца Джо Кокера. Он умер в возрасте 71 года от рака горла. Немногие узнают его в лицо, но, услышав самые известные композиции, наверняка смогли бы даже подпеть. В прошлом году он приезжал с концертом в Казань. Столица Татарстана он оставил не только приятные впечатления от музыки, но и личные вещи, которые уже стали настоящими музейными экспонатами. Бережно, как с настоящей реликвией, после новостей о кончине музыканта относится к его джинсам Рустем Валиахметов, руководитель музея соцсбыта. Джинса хотя была получена им не лично из рук Джо Кокера, а через организаторов конкурса, настоящие во всех смыслах этого слова, из 100% хлопка и, что называется, с плеча музыканта. Джинсы носил Джо Кокер, да, конечно. Единственное, что он не пришел к нам в музей, но в этих джинсах, конечно, хотелось, чтобы он снял прямо здесь, и можно было поместить фактически его руками в витрину. Но хорошо, что получилось хотя бы так, как есть. Именно эта его композиция одна из самых известных. Именно из-за нее Джо Кокер получил свое прозвище «Король стриптиза». Кстати, известен он стал в конце 60-х, засветившись на легендарном фестивале «Вудсток». Однако после смерти его запомнят не только как музыканта, но и как борца за права животных. В частности, прибыв в Казань с гастролями в 2013 году, он выступил против отстрела бездомных собак для проведения универсиады.